Русское слово «вокзал» происходит от английского собственного имени «Воксхолл». В Лондоне есть железнодорожная станция «Воксхолл». И даже бытует анекдот, что именно эту станцию показали русским инженерам, которые прибыли в Англию, чтобы учиться строить железные дороги. Но кто бы ни был родоначальником строительства, во всем мире и у всех народов вокзалы – это комплекс зданий и сооружений, находящихся в пунктах пассажирских перевозок путей сообщения. В зависимости от рода путей сообщения вокзалы бывают железнодорожные, морские, речные, автобусные, аэровокзалы и комплексные. Сухумский вокзал, скорее всего, можно отнести к комплексным, так как в этом здании функционировала еще и автокасса. Люди моего поколения не застали это время в Сухуми. Время переполненных залов ожиданий, шумных перронов, привокзальной сутолоки. А говорят, еще в этом здании функционировала автокасса, где надо было покупать билет, чтобы доехать до близлежащего населенного пункта. Первое здание Сухумского вокзала было деревянным, но уже в 1948 году начали возводить единый архитектурный ансамбль, который был разделен на 3 части. В левом крыле с отдельным входом располагался зал для военнослужащих, агитпункт и ряд служебных помещений. В правом крыле находился зал для пригородных пассажиров. К вокзалу также примыкал и ресторан. Сухумский вокзал был принят в эксплуатацию 18 декабря 1951 года. И очень долго это красивое, белое с высоким шпилем сооружение было гордостью и украшением Сухума. После грузино-абхазской войны здание вокзала ждало запустения и медленное превращение в руины. Как известно, первыми после военных катаклизмов начинают возрождаться объекты, имеющие функциональную нагрузку. Сухумский вокзал сегодня – это нечто промежуточное. Сразу после войны от него ходили электропоезда до Сочи, и вагоны заполнялись. В то время это был самый доступный для пассажиров междугородний транспорт. Но со временем пассажиры стали предпочитать более быстрые маршрутки и автобусы. Летом 2004 года, впервые после окончания войны, пошел пассажирский поезд Сухум-Москва. Тогда же и привели в маломальский порядок фасадную часть вокзала. В настоящее время Сухумский вокзал принимает поезд из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Но и во время пиковых курортных нагрузок количество пассажиров, собирающихся на перроне перед отправлением поездов по сравнению с былыми временами, мизерное и пока обходится без залов ожиданий. А отремонтированное помещение в восточной части вокзала справляется с функцией продажи билетов. Вот так и тянутся последние годы жизнь Сухумского вокзала. И не только Сухумского. А тем временем основные архитектурные постройки разрушаются. Потомственный сухумский архитектор и реставратор Георгий Боронин рассказал в нашей программе многое об истории, настоящем и возможном будущем исторических сооружений. Суть ее заключается в том, этих зданий, что они всегда проектировались с учетом контекстной архитектуры. То есть это не просто здание, которое временно обслуживать, его можно убрать, можно на него, как говорится, не обращать внимания. Оно всегда входило в ткань городской архитектуры и очень важные такие объекты. Особенно это ввиду того, что это, в общем-то, советская архитектура, можно сказать, сталинский ампир, то они исходили из таких, как говорится, критериев. Сейчас функционально они практически не работают. Более того, если их не сохранить, они через некоторое время разрушатся, и в результате опять-таки придется придумывать велосипед, опять выстраивать эти здания. Но весь парадокс заключается в том, что повторить это здание можно, но это уже профанация старого. Новое, да, новое можно делать, новое изменять, но мы тогда теряем исторический контекст. Чем интересно это здание? Это определенная эпоха, определенное время, определенный стиль. Это завоевание определенной архитектурной мысли. Вот историю, контекст надо всегда документально, хронологически сохранять. Стилистические особенности этой архитектуры, они имеют право на жизнь. И их надо сохранять, конечно.
Тем более, что это не так много этих объектов. И самое, что ценное в этих объектах, что они индивидуальны. То есть это индивидуальное проектирование. Здания вокзалов, разбросанных вдоль все так называемой советской ривьеры, отличались архитектурными изысками. Обычные эстакады держались на необычных опорах, больше напоминавших древнегреческие колонны. Пролеты мостов были украшены лепниной. Даже сейчас, после войны и запустения, хорошо проглядываются когда-то прекрасные и величественные архитектурные формы. Пассажирские здания Гагры, Гудауты и Нового Афона были построены в необычном стиле с колоннадами, создающими ощущение легкости и изящества. Даже сейчас, будучи в разрушенном виде, они производят неизгладимое впечатление. Конечно, своими силами экономики возможно сразу все не потянуть, эти объекты. Но начать с малого. Грубо говоря, мы берем один объект и в 2 года его реставрируем. Вот каждое поколение, вот каждый год, уже бы за это время, сколько у нас, 25 лет там прошло уже, вы представляете, каждые 2 года, если бы один бы объект был восстановлен. Уже сколько бы объектов было бы восстановлено. А вот так ждать, что просто стоят эти объекты и разрушаются, дойдет до такого положения, когда практически они разрушатся у нас на глазах, и тогда начнут бить в набат колокола, надо что-то делать, потому что это ужасно. Вот, допустим, как на улице Леона. У нас на эту станцию бывшую Бараташвили перспектива идет. То есть это архитектурный памятник, который существенно влияет на облик. И представьте, если в перспективе будут видны какие-то руины или какая-то площадка, более того, а за этой площадкой, допустим, даже если не руины, если уберут не формированный склон, ведь ее же построили не просто так. Они сформировали улицу, именно артерию эту, потому что задний план у нас хаотичный, более рыхлый. И чтобы собрать образ этой улицы, именно и построен этот объект. Вот это очень важные вещи, конечно. Конечно, я понимаю, как Сухумский вокзал, допустим, там должны большие капиталовложения. Но хотите ли того или не хотите, его надо спасать. Потому что если он разрушится, то это уже капиталовложения будут совершенно другого порядка. Нам от той эпохи, как говорится, перешло на эту массу вещей, и мы должны их как-то беречь и спасать, потому что превратить в ничто очень легко. А вот потом действительно все это восстанавливать чересчур сложно. Тем более сейчас, как я сказал, очень актуально сохранение именно примеров сталинской архитектуры или ампира вот сталинского, потому что он начал исчезать. А у нас индивидуальные памятники, причем достаточно яркие, этой архитектуры. Некоторые памятники уже архитектуры, я не знаю, их очень сложно. Вот, например, Киласурский железнодорожный вокзал, замечательный. Уже он практически уже на 90%, наверное, он уже разрушен. Сейчас под вопросом в Новом Афоне прекрасные 2 железнодорожные станции. Еще можно спасти, еще можно что-то сделать. Несмотря на сложные времена, железнодорожный вокзал в Афоне практически цел и сохранился. В свое время над проектом вокзала работали лучшие советские архитекторы. В конкурсе на его проектирование принимали участие более 200 архитекторов. Лучшая работа и была воплощена в жизнь. Здание вокзала было построено в 1967 году. Оно выдержано в колониальном стиле.
Центральная часть вокзала представлена в форме ротонды с 10 колоннами, между которыми расположены арки. Несколько лет тому назад была отремонтирована кровля вокзала, но комнаты в основном заброшены и разрушаются. В Афоне есть еще одна железнодорожная станция – Псырцха. Издалека она напоминает причудливую беседку. Ее построили в 1944 году, но станция закрыта с начала 80-х годов. Если еще как-то иногда на станции останавливался поезд Сухум-Адлер, то сейчас все проходит мимо. А зря. Внешний декор павильона может покорить любого путешественника. Сочетание большого количества стекла и восточных орнаментов создает эффект легкости, но она также заброшена и медленно разрушается. В городе Гагра имеются аж 3 нефункционирующих зданий вокзалов. В феврале 1951 года был построен железнодорожный вокзал в Новой Гагре. Он был возведен по проекту архитектора Зои Починцовой-Орлинской. Органическое включение внутренних двориков в общую планировочную структуру, грациозность и великолепие сооружения радовали пассажиров долгое время. Но сегодня он тоже пришел в запустение. В Гагре также расположены 2 станции на платформах Аба-Ата и Гагрипш. Первая платформа расположена на мосту, который тоже местами заметно прохудился. А сами мосты в архитектурном плане довольно примечательные. А станция Гагрипш – платформа исключительно пригородного сообщения, но тем не менее на ней есть полноценный вокзал, архитектуре и размерам которого позавидуют и более крупные станции. Платформа Гагрипш сегодня не функционирует и разрушается. В то время, как в Советском Союзе было время, когда очень много типовое делали, ввиду того, что было сложно каждый раз сделать индивидуальные проекты, мы до сих пор мучаемся от типовой этой застройки, потому что когда идут повторяющиеся элементы только ради одного критерия, чтобы дешевле все это сделать, в результате мы теряем вообще облик и среду человеческого нормального проживания. Вот тут очень важные эти вещи, я считаю. И эти архитектурные именно памятники, это не просто здания, это архитектурные памятники, которые нужно сохранять всячески. Тем более, что есть еще время, когда мы можем их успеть сохранить. Через лет 20 некроз уже такой будет в степени, что легче будет вообще разрушить его и опять заново делать, уже некую профанацию, как делали в Москве гостиницу, по-моему, Москва, так и называлась, вот центральная гостиница. То есть, по сути дела, ее разрушили и опять восстановили заново. Это все равно не та, как говорится, закладка основополагающая того здания. Это уже как некая профанация. Поэтому я считаю, если есть еще пока время, надо сохранять всячески. Тем более, что я считаю, вот даже чисто профессионально, сейчас пока не требуют очень больших капиталовложений. Да, они уже в плачевном состоянии, но еще можно ввести и сделать ту коррекцию, когда сохранить тот исторический облик, при котором они бы могли функционировать и на сегодняшний день, и на перспективу. Теперь, я понимаю, что сложности таких объектов требуют, во-первых, и капиталовложений изрядных, требуют и времени, и некой программы. Вот эту программу обязательно надо делать. Почему? Я понимаю, государство сейчас пытается встать на ноги, молодое государство, многого, как говорится, не решить, многие проблемы. Но у каждого нормального развивающегося государства должна быть какая-то система по сохранению архитектурных памятников. Почему? Потому что любое государство имеет визуальную карточку. То есть
состоятельности этого государства. Когда мы еще не знаем ни о людях, ничего, мы просто приезжаем и видим. Если там разруха, значит государство не состоялось. Если же мы видим, пускай бедно, но все более-менее чисто, аккуратно сделано, значит государство живет. Пока не поздно, надо выстраивать какую-то финансовую программу по возобновлению этих объектов. Более того, конечно, могут совершенно объективно подойти к этому вопросу с другой стороны. А зачем нам их восстанавливать, когда мы их никак не эксплуатируем? Вот тут надо привлечь определенных специалистов, чтобы хотя бы на время его, когда он будет восстановлен, перепрофилировать его. То есть, может быть, какие-то выставочные залы, может быть, какие-то большие, допустим, аукционные залы, может быть, еще под какие-то функции. Да, если хотите, даже под небольшой рынок можно, в конце концов. Во Франции так там вообще рыночки есть такого порядка, когда они приезжают утром, восстанавливают, к вечеру уже все чисто, все, ничего нету. То есть, попытаться эти объекты наполнить какой-то жизнью. И чтобы они, конечно, работали. Ну а с течением времени политическая ситуация, возможно, улучшится к лучшему. И когда заработает артерия железной дороги, а она необходимая, это не только экономически очень существенный вопрос, но и политически, то здесь они заработают опять. И нам не придется, как говорится, придумывать велосипед изначально. Конечно же, архитектурные сооружения и даже целые города в силу многих причин иногда приходят в запустение. Из-за сбоев в функционировании транспортных артерий очень часто и в странах более благополучных, чем наша, остаются заброшенные вокзальные сооружения. Самый большой в мире заброшенный вокзал находится в городе Детройте. Станция называется Мичиган. И второй по величине заброшенный вокзал тоже находится в Соединенных Штатах, в городе Буффало. Резкое сокращение пассажиропотока в годы Великой депрессии вкупе с развитием автомобильного сообщения сделали такие большие вокзалы ненужными. Но в мире много удачных примеров, когда в заброшенные здания вдыхают новую жизнь. Их просто на время перепрофилируют. Музей Орсе во Франции располагается в бывшем здании одноименного железнодорожного вокзала на правом берегу Сены. Этот вокзал, спроектированный архитектором Виктором Лалу, был в свое время даже первым электрифицированным вокзалом. Из-за прекращения движения поездов Париж-Орлеан вокзал перестал функционировать, и даже было принято решение снести его. Но его признали памятником архитектуры и сохранили. Во время президентства Жоржа Помпиду появилась идея преобразовать вокзал в музей. Но если у нас, в отличие от Франции, от вокзала к музею сложный и долгий переход, то существует масса вариантов, как перепрофилировать временно наши вокзалы, чтобы сохранить здания для будущих поколений. Потому что это связано и с нашим экономическим положением на перспективу. Потому что люди приезжают, им надо что-то посмотреть. Если у нас разрушатся объекты архитектуры, к морю могут не приехать. Потому что кроме загара и купания есть еще чисто эстетически должен человек получать удовольствие, где он находится. А значит, будет страдать и бизнес, а значит и экономика. То есть эти архитектурные памятники потянут весь бизнес. Вольно превратимся в банановую республику с той разницей, что в банановой республике бананы хоть есть, а у нас даже и этого нет. Вот в чем разница. И тенденция к этому не очень хорошая идет. Поэтому, конечно, это очень актуальные вещи. Вообще архитектурные памятники требуют пристального внимания, а эти железнодорожные станции – это именно архитектурные памятники. Вы наверняка застали в рабочем состоянии эти вокзалы, в которых мы сейчас находимся, и все остальные. Вот, залы ожидания, чистые перроны, кассы. Как это тогда выглядело? Мне просто очень интересно.
Очень было симпатично, очень инфраструктура какая-то минимальная работала. 2-3 человека тут работало, все. Все, тут небольшое кафе, по-моему, были, столики, кресла были, в которых люди отдыхали, сумка, когда из поезда, может, человек пожилой, там еще с детьми, там можно было пересидеть в дождик, можно было зайти в помещение. Это отлично, замечательно. Вообще, на самом деле, для того времени город Сухум, вообще, если честно говоря, он же имел федеральное субсидирование вот на постройку этих объектов. Их так просто не строили своими силами. Городская среда и бюджет именно города он не позволял выстраивать. Это объекты индивидуального строительства, в которого вкладывали деньги именно государство тогда. Именно показательный фасад. И поэтому к этому фасаду всегда внимательно относилась. Сейчас, ввиду того, что государство получило суверенитет свой, она должна заботиться о своем фасаде. Потому что очень легко потерять лицо, и как трудно его потом, как говорится, опять возобновить в том облике, хотя бы приличном, в котором мы бы могли бы все нормально существовать. Это просто говорит о том, что любое состоятельное и состоявшееся государство определяется лицом именно через архитектуру, через устройство среды человека. Вы можете китайский не знать, ничего не знать. Вы приходите в город, смотрите на этот город и говорите: да, это государство. Вот чтоб у нас не думали, что это просто какие-то объекты. Я не зря выбрал платформу ГУМа для встречи и столь важного разговора с мастером Борониным. По общественной инициативе здесь в последнее время зарождается новая традиция реализации различных арт-проектов. И, возможно, это послужит стимулом к восстановлению. Необходима государственная поддержка. И тогда, возможно, в скором будущем ни для кого не составит труда купить билет в своем вокзале и отправиться в любую точку земного шара по самому интересному маршруту. До встречи в путевых заметках.